Снарядил ладью лебединую, повели ее русые мужи. С молодым стребыком вдаль былиную. Мать медведица, путь нам укажи. Буря злобная страшным коршуном не кружи. Эй-эй, с неба знак подал, и святый Боже, нам мы будем жить. С неба знак подал, и святый Боже, нам мы будем жить. На корме ладьи, очия ханаты, в парусах ее ленты пестрые, по бокам ее крепкие щиты, со щитов усы, пики острые. Буря злобная страшным коршуном не кружи. Эй-ей, с неба знак подал, и святый Боже, нам мы будем жить. С неба знак подал, и святый Боже, нам мы будем жить. На груди ладьи голова коня, посреди ее мед и соболя. По морю идем, веслами звеня, в ладанках земля. Буря злобная страшным коршуном не кружи. Эй-эй, с неба знак подал, и святый Боже, нам мы будем жить. Буря злобная страшным коршуном не кружи. Эй-эй, с неба знак подал, и святый Боже, нам мы будем жить. Если скажут слово «Родина», сразу в памяти встает старый дом, в саду смородина, толстый тополь у ворот. У реки березка скромится и ромашковый бугор, а другим, наверное, вспоминайте свой родной московский двор. В лужах первые кораблики, над скакалкой топот ног, и большой соседней фабрики слышен радостный гудок. Или степь от мака красная, золотая целина. Родина бывает разная, но у всех она одна. Любовь к своей родине, сопричастность с ее историей, удачами и поражениями составляет духовную основу человека-патриота. И, естественно, возникает потребность в достойном служении Отечеству. Истинный патриотизм в духовной природе человека. Именно духовная жизнь – главная ценность, ради которой и должно любить свой народ и бороться за него. В ней сущность Отечества. Эта часовня поставлена в память о наших предках, которые сюда пришли прежде всего с верой, потому что освоить эти пространства без веры было невозможно. На чем же основана духовная природа нашего Отечества? Об этом задумываются многие. Вот что сказал президент России Владимир Владимирович Путин. Без христианства, без православия, без возникшей на их базе культуры вряд ли состоялась бы Россия. Поэтому сегодня, когда мы вновь обретаем себя, ищем нравственные основы нашей жизни,
очень важно, очень полезно и своевременно возвратиться к этим первоистокам. Для России это принципиальный вопрос, и опираясь на православные принципы, мы в состоянии будем укреплять нашу страну сегодня и в будущем. Казаки, только ваш настоящий исторический быт, прямой, честный, православный, должен стать тем ядром, примером единения, который смог бы вернуть Россию и русский народ на его исконный исторический путь. Вот уже 7-е лето в живописном сосновом бору на берегу реки Оры раскинул свои шатры православный военно-патриотический казачий лагерь «Сибирская застава», который проводится по благословению высокопреосвященнейшего Тихона, архиепископа Новосибирского и Бердского. Организаторами лагеря являются Церковь во имя Святой Ефросинии Полоцкой, Новосибирская региональная общественная организация «ЛАД», казачий класс Сибирского кадетского корпуса. Особенностью программы лагеря является симфония 3 направлений – традиционной культуры, военно-патриотического и духовно-нравственного воспитания, которые в современных условиях дают возможность создать благоприятную среду для формирования полноценной, духовно богатой личности. Какова общность людей, составляющих народ? Это и кровно-племенные признаки, и особенности ландшафта, языка, движения истории, и полнота культуры, и, наконец, скрепляющее все религиозно-нравственное основание, без которого народ мертв. Для человека традиционного, православного, народная культура в самом высоком и чистом значении осмысляется как религиозное служение Богу, средоточие добра, правды, красоты, милосердия, любви. Именно это наполняет народную культуру силой и искренностью. Мы должны с вами стараться понять дух, характер наших предков, тех, кто на протяжении тысячелетий русской истории погибал, отдавал свои жизни и отдавал ради того, чтобы мы с вами сейчас, в общем-то, жили, да? И очень много открывается как раз в песнях. Сусанин, Сусанин, куда нас ведешь? Туда, куда надо, и Сусанин сказал, да сказал. Песня окружала человека с детства до самой смерти. В буднях и праздниках, в скорбях и в радости, в нужде и конкретной работе. По песням учились воинской науке, в песни шли воевать. В песнях герои на века оставались в памяти народа. Интересный ручеек, рыбочка за рыбонькой, интересный мой миллионок, он всегда с улыбочкой. По одежде можно рассказать очень много о человеке, потому как подбирают ее как внешнюю форму для своего внутреннего состояния. Но сейчас есть и мода, и увлечение друзей, и стремление общества. Все это находит отражение в одежде и влияет на выбор человека. Традиционная одежда была далека от этого. Она отличалась индивидуальностью и неповторимостью, формировала особую походку, стать. Такая одежда подчеркивала достоинство человека и скрывала недостатки его фигуры. И сейчас, примеряя народную одежду, девушки вдруг понимают, что именно в ней они адекватны себе, естественны, индивидуальны и женственны. На колени
коленях у милого на колени. Милого посижу, на милого погляжу, поцелую и пойду, поцелую и пойду. Волка шла, переволка шла, клубок ниточек нашла, клубок крепится, нитка тянется, перетянется, доли, нитка, доли, я за ниточку бралась, тонкая нитка порвалась. Едва младенец начинает маломальски двигаться, у него появляется способность к игре. А для несозерцательной природы детства игра является ведущей деятельностью, в которой ребенок получает первые представления об окружающем мире. Непринужденно, с радостью, играючи осваивает ребенок законы жизни, учится по мере сил их исполнять, определяя и устанавливая себя по отношению к другим играющим. Не бояться жить, учили игры, формируя вкус и меру. Пошли, девки, пошли, девки, пошли девки в лес по ягоды, пошли девки. Мир традиционной культуры своими символами, красками и формами создавал вокруг человека особый уклад жизни, способствовал установлению порядка, лада внутри него. Образы красоты и гармонии, созданные изначально Божьим промыслом, отзывались в сердце человеческом творческими порывами. Все девки много ягод собрали. Тогда оживал в руках ремесленника холодный кусочек глины, цвели расписные бутоны, а сквозь вышитые мастерицами узоры струилось необыкновенное тепло, и это наделяло созданные вещи особой жизненностью, делало их постоянными спутниками человека. За Костиком простояла с молодцом, за Костиком простояла с молодцом, простая мыши, простая мыши, простоявшая нас помнила, простоявшая нас помнила. Вескетя мне. Все лучшее в образцах народного творчества стремилось к внутренней красоте и святости. Все черные самородины, все черные самородины. Девки плакали, они рыдали, что давно концов не видали. Девки плакали, они рыдали, что давно концов не видали. Ох, да я что же, это за танцы на захваты молодцы. Стране они родились, в какой земле росли. Издревле на Руси без пляски не обходилось ни одно праздничное событие в жизни человека. Умение плясать, как и умение петь, высоко ценилось в народе и считалось проявлением особого таланта. Пляской человек устанавливал себя в кругу, проявлял свой характер, душевный потенциал. Самый казах с девчонкой говорит, Расплясавшись, человек избавлялся от многих физических недугов и психологических зажимов. И сейчас, по образу движений человека в пляске, видно не только, каков он есть, но и каким он хочет быть. Как всякий предмет и орудие, пляска послужит добру тогда,
когда сохранится ее традиционная основа на удали отваги, чести и целомудрии. Проявление силы и ловкости, упорства и волевых качеств, без озлобления и лукавства, с улыбкой и шуткой, при общей радости и праздничности – вот что отличает традиционные праздничные виды борьбы и кулачного боя от боев на аренах. Музыкальное сопровождение, метроритмическая основа боя и поддержка зрителей, стоящих в кругу, создает особую среду, способствующую единению и сплочению собравшихся. При общей благоприятной обстановке робкий и несмелый будет ободрен, активный и агрессивный пойдет в бой с улыбкой и радостно, учась понимать меру и значение приложенной силы. Такие принародные состязания издревле являлись базовой школой для подготовки будущих воинов к ратной службе. Здесь происходило установление и передача духовных основ воинского мировоззрения. Осмысление многовековых традиций народного быта, а главное вера, помогают нам создавать будущее. И ничто не может быть более гибельным для Отечества, нежели пренебрежение своими благими традициями и обычаями и присвоение чужих порядков, чужого языка и желание стать другим народом. И по полю ровному быстро побежал, я ее испробовал, вспомнил маму родную, и по полю ровному быстро побежал. Русским народом была осознана необходимость воспитания каждого мужчины воином. Воинским искусством владели многие, а во времена военного лихолетия поднимались все. Об этом свидетельствует история государства российского, проведшего в войнах не одно десятилетие, воспитавшего ни одного героя. Мы не должны забывать, что являемся наследниками и продолжателями отечественных боевых традиций, что должны быть достойны чести и славы, завоеванной нашими предками. Давно я здесь не был, упаду на траву, гляну в ясное небо и пойму, что живу. Небо в колокол грянет и польет проливной. Я бегу в свое детство, летний дождик за мной, за мной. Мы живем на отцовской земле, наши дети, славянские дети, и летит на крылатом коне Русь далекие тысячелетия, и летит на крылатом коне Русь далекие тысячелетия. Это поле пахали селянина сыны, землю потом мешали от войны до войны. Войн было немало, выпадало сынам, землю кровью мешали, чтобы вольно жить нам. Мы живем на отцовской земле, наши дети, славянские дети,
крылатом коне. Русь далекие тысячелетия, мы живем на отцовской земле. Наши дети, славянские дети, и летит на крылатом коне. Русь далекие тысячелетия, и летит на крылатом коне. Русь далекие тысячелетия. Как давно я здесь не был, упаду на траву, гляну в ясное небо и пойму, что живу. Небо в колокол грянет, мы живем на отцовской земле. Наши дети, славянские дети, и летит на крылатом коне. Русь далекие тысячелетия, мы живем на отцовской земле. Наши дети, славянские дети, и летит на крылатом коне. Русь далекие тысячелетия, и летит на крылатом коне. Русь далекие тысячелетия, Русь. Воин, подобно государственному правителю, носит оружие для обороны правого, необходимого и священного дела, защиты своего Отечества, своей Родины. Он обороняет духовную жизнь своего народа, его веру, его творческую культуру. Для этого дела ему дается оружие. Для этого он обучается, дисциплинируется, преодолевает трудности, научается жертвовать своей жизнью. Иван Ильин. Отечество – это не земля, это не границы. Отечество – это нечто большее. Вот мы с вами живем в Сибири, сюда русские пришли 400 лет назад. Этой деревне около 300 лет. Около 300 лет – это одно из первых поселений здесь русских на этой новосибирской, сибирской земле. То есть когда-то это не было нашим отечеством, а сегодня стало, правильно? Почему? Почему земля, какая-то земля становится отечеством, какая-то утрачивает это наименование? Так вот, само слово «отечество», слово, оказывается, тоже евангельское. Апостол говорит: «Преклоняю колени мои перед Отцом моим Небесным, от имени которого именуется всякое Отечество как на небе, так и на земле». Отечество от слова «отец», и отец прежде всего Отец Небесный. Опаленный боями, походами, Бунчук, наше полевое знамя. На протяжении веков складывался феномен казачества, народа, который, приняв крещение раньше славян, всегда был защитником Святой Руси от басурман. Казак рождался воином. На 40-й день одновременно с крещением в церкви младенец получал и боевое крещение. Отец надевал на ребенка саблю и сажал на лошадь. Трехлетние дети уже абсолютно свободно ездили верхом по двору, а пятилетние просто уже скакали по степи и чувствовали себя с конем одним целым. В своей крови они хранили генетический код, родственный первому знаменитому казаку Илье Муромцу. После принятия казаками и присяги белому царю, главный девиз их воинского служения – «За веру, царя и отечество», а ограждение России от посягательств внешних врагов и внутреннего бунта – тяжелая, но почетная обязанность. Посмотрим на эту карту, где обозначены места проживания казаков. 13 казачьих войск по окраинам империи и самое крупное – Донское. Уже по карте видно, что значили для страны эти 4,5 миллиона ее жителей. Культура казачества, являясь составной частью общерусской культуры, выделяется на ее фоне тем, что проникнута духом воинского служения.
Это тот редкий случай сложного объединения традиционно-бытовой и профессиональной воинской культуры. Граница родила казачество, а казачество создало Россию. Державность – вот главное отличие. Вольность человеческой души, сопряженная с волевой мощью государства. Успех знаменитой казачьей лавы был следствием высочайшей индивидуальной выучки, начинавшейся с ранних лет, в том числе и в боевых единоборствах. Казак согласовывал свои действия с соседями по строю и с теми, кто подает команду. Иван Иванович Краснов называл управление казаками в бою военным самоуправлением. Есть в традиционном казачьем воспитании одна важная особенность, которую очень сложно реализовывать на сегодняшний день. Раньше казачата воспитывались с колыбели в уже сформировавшейся среде, многовековом обычае. Если случалось принимать войско пришлого, он также попадал в казачье братство со стойким уставом. На сегодняшний день такая традиция в широком смысле практически отсутствует. Создание ее и есть суть возрождения русского казачества. Казаки-запорожцы, брав себе хлопцев из малорусских деревень, испытывали их. Годятся они в казаки или нет. Брали они хлопца и говорили: мы сейчас уедем, а ты кашу готовь. А если ты кашу не доваришь или переваришь, мы тебя за это сильно бить будем. Вот садился этот хлопец, варил кашу. И как она была готова, выходил на холм и начинал громко кричать. Мол, казаки, каша готова. И никто не идет. И вот он садится, начинает рыдать, плакать. Зачем я только с ними поехал? Сейчас придут, начнут меня бить. Приходят. Говорят: не плачь, хлопчик, не плачь. И отпускали его с Богом. А другой, допустим, сварит кашу, выйдет на курган, крикнет пару раз. Молчат, не отзываются. А он им говорит: ну и нехай себе. Сейчас пойду и сам все съем. Берет ложку и садит и наяривает. Ну тогда казаки выходят, говорят: вот хлопец ведет себя как настоящий казак. Вот мы с ним и будем дальше заниматься. Вот такой годится нам. Ничего, Атька Кошевой, шкуру зашивать не придется. Сама зашивет. Сами просили. Учи их, Иван, учи добре. Учи их так, чтоб руку имели крепкую. Я давно хотел пройти такое испытание. Я учился уже в кадетском корпусе 4 года. Изучал там теоретически все эти знания. И вот, наконец-то, я попробовал себя практически. Я думаю, что у меня получилось. Лагерь уникален тем, что здесь искусственно создается, моделируется ситуация, в котором у человека обнажаются все его достоинства, недостатки, и есть возможность эти недостатки превратить в достоинства или исправить. Я знаю очень много людей, и к ним отношусь сам, которые живут буквально от лагеря к лагерю. Почему? Потому что сибирская застава для многих стала домом. Здесь, в этом лагере, люди показывают все свои качества. Если человек там трус или подлец, то он не скроет этого, как мог бы это сделать в городе. Кто чем занимался в городе, Бог знает. Кто-то был чемпионом по компьютерным играм, там, собак гонял с великим удовольствием, лавочки во дворах ломал. А вот приезжает сюда такая разношерстная толпа. Один отряд, другой, третий. И они становятся, можно сказать, братством. Мне очень здесь понравилось то, что тут именно казачий дух. Тут нет никакого курорта.
Лагерь мне очень понравился. Я буду помнить его всю свою жизнь. Это это даже не лагерь, это мечта каждого мальчишки. Живем в палатках. Знаете вы о 7 чудесах, главной не ведая тайны, где-то в зеленых волшебных лесах. Мы уже можем уничтожать, да? Можем. Мы не знаем, кого уничтожать и где находится противник. Выйди к нему на рассвете, можешь его хоть о чем ты спросить. Он и перезвоном ответит. Звон и перезвон и перезвон в небеса. Перезвон и перезвон и перезвон и перезвон и звон. Ну, ускоренная оборона, то есть просто они копают окопы для стрельбы лежа. Артиллерия может стягивать сюда. Так, минометы. И не предвидится миру конца. Все расцветет и опять задышит. Не обязательно быть мудрецом. Будьте любезны, напишите мне подробно, каким маршрутом, в какой район, с какой целью это боевое хранение двигается. Это целый взвод людей. Поведение русского воина на поле боя издревле было основано на православном мировоззрении, помогающем сохранить себя как целостную личность. Духовность, сопряженная с воинским трудом, порождала богатырскую силу, во много раз превосходящую способности человеческого естества. Войны отечественной истории оставили нам множество свидетельств незлобивого отношения русского солдата к его врагу. Считалось, что достойным защитником своего отечества мог быть только воин, не посеявший в душе своей мести. Неподкупно звонит, выйди к нему на рассвете. Можешь его хоть о чем ты спросить, он и перезвоном ответит. Звон, перезвон и перезвон в небеса. Перезвон и перезвон и перезвон и перезвон и звон. Перезвон и перезвон и голоса. Перезвон и перезвон и перезвон и перезвон и звон. И перезвон и перезвон в небеса. Перезвон и перезвон и перезвон и перезвон и звон. И перезвон и перезвон и голоса. Перезвон и перезвон и перезвон и перезвон. Солдату надлежит быть храбру, решиму, благочестиву. Молись Богу, от Него победа. Бог нас водит, Он нам генерал. Александр Суворов. И я был на фронте, на танках «Тигр» не был. И на танках по-немецки было написано «С нами Бог». А сами стреляют. Видите как? А что же нам делать? Я в Омске учился в военной школе. Потом я попал в артиллерию. Мы знакомимся каждый с каждым. Как тебя звать? Всем именно говорим. Крещеный, да, крестики показываем. И мы так дружно жили, никто никогда матерного слова не слышал, не сказал. Это была школа для нас, духовная. И это была такая любовь взаимная. Если мы начинаем замерзать, вот бьем, я вот так-то, ударяем так-то, каждый вот. Всю ночь мы колотимся, мы спотели. Вроде бы начинаем играть, но ноги наши мерзлые. Это не рассказать, не показать, картинку не сделаешь такую.
Вот все-таки эта любовь нас спасала. Когда война кончилась, мы кричали: мы живые! Ура! Мы живые! Это так, как птицы, как зайцы прыгали от радости. И поэтому самое главное лекарство, самое лучшее лекарство пищи – это любовь. С любовью все простишь, никогда не вспомнишь. Православный уклад в лагере создается с первых дней и усердно поддерживается походным священником, куренными атаманами, преподавателями, инструкторами и воспитанниками. Еще до начала смены совершается молебен о призывании благодати Святаго Духа перед началом всякого дела. Происходит освящение лагеря. У поклонного креста, сделанного своими руками, молитвенным правилом начинается и заканчивается каждый день. Читается молитва перед едой и после нее. Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое. И спаси, блаже, души наша. Что такое любовь? Нет больше той любви, если кто душу положит за друзей своих. Любовь – это способность жизнь свою отдать за ближних своих. И Господь не просто же сказал об этом, да? Он ведь это и совершил. Почему вот крест мы носим, да? Каждый из нас на груди, священники даже еще один снаружи носят крест, чтобы напоминать о том, как Бог возлюбил мир. Так нас с вами возлюбил, что умер за нас на кресте. Сегодня с помощью самого образа жизни вас призывают только к одному. Какие ценности, какие поэты, какие великие военные деятели, историки, писатели, что вы, какая культура? Нет у вас ничего. Культура, она вот, смотрите, вот у них вот сколько сортов у них жвачки, сколько у нас, сколько у них сортов колбасы, сколько у нас. Вот как надо жить-то, вот, удовольствие, еда, питье, вот за что стоит жить и умирать. Умирать чаще всего не самому, а убивая себе подобных, идя по головам, совершив любое преступление, лишь бы получить вожделенное. А русский человек говорит: нет, вера. Вера, а вера это не просто я верю в Бога и буду с верой в Бога творить любые преступления. Нет, если я верю в Бога, что такое вера? Это не просто моя уверенность в невидимом. Это не только это. Вера – это моя жизнь сообразна это. Если я верю, я живу сообразно своей вере. Эта жизнь должна быть у человека. Он хочет жить так, по-человечески, по-божьи, чтобы не было ему стыдно, чтобы не было ему страшно за то, как он прожил свою жизнь, чтобы потом локти кусать не пришлось. Вера должна выражаться в делах. И Господь говорит: вера без дел мертва. То есть без тех дел, в которых выражается вера. И поступок веры, он в чем? Он в доброте, в милосердии, в помощи ближнему своему. Слава Тебе, Христе, Божие упование наше, слава Тебе. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Прощается раб Божий Архимий во имя Отца и Сына. Аминь. В Иордане креститься изволит о нашем ради спасения Христос, истинный Бог наш, предобрый, чистый, свой Матерь, преподобных и богоносных отец наш всех святых помилуй, и спаси от нас всякого блага, человека любит. Аминь. Поздравляю вас с святым крещением. Вот последнее, что делалось, постригались волосы. Это древнейший воинский ритуал. Даже в одной из первых молитв вы были названы новоизбранными воинами Христа Бога нашего. То есть человек, он христианин, он воин прежде всего. Идет в мире война. Мы этого подчас не замечаем. Война в душах людей. Здесь поле битвы. И человек в этой войне, он выбирает. Бывает даже и незаметно для самого себя чью-то сторону. Бывает так, человек говорит: а я не грешу. Ничего не делаю плохого. Знаете, на войне есть враги, есть свои, а есть дезертиры, которые одинаково презираемы и той, и другой стороной. Редко кто отрекается от Христа, явно становится вот таким христоненавистником. Большинство людей крещенных, они становятся дезертирами. Людьми, которые живут, как живется.
Так вот, смотрите, родные мои, вас посвятили в воинов. Да, сейчас и взрослых, и молодых, и девчонку. Вон. Вы воинами стали, теперь воинами Христа Бога нашего. Не отступайте от Него. Не малодушествуйте. Помните, что с вами Господь. Если с нами Бог, то кто против нас? Да, поэтому будьте с Богом, не оставляйте Бога, а уж Бог никогда вас не оставит. Там стояла в поле дерева, там стояла в поле дерева, тонкая, высокая, ох, тонкая, высокая, тонкая. «Не стоит село без праведника», — говорил русский человек, и любое дело начинал с молитвы, и спрашивая благословение Божие, не представляя своей жизни без веры, а основывая поселение в новом краю, обязательно строил церковь. Вот и возвышались над чистоколами городов и острогов маковки церквей и часовни. Так и в Умревинском остроге, первом поселении русских на новосибирской земле, в свое время была установлена церковь трех святителей. Помолимся, Господи, помилуй. В наши дни администрации Новосибирской области начато восстановление острога. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. А курсантами сибирской заставы вблизи него возведена деревянная часовня Спаса на Умреве. Память о наших предках, казаках-первопроходцах, пришедших в эти края и оставивших нам в наследство веру православную и землю русскую. Простите меня, если кого-то чем обидел в этот день. Бог простит. Вас Бог простит и благословит. Простите меня ради Христа. Бог простит. Бог простит. Издавна на Руси бытовали благочестивые обычаи просить прощения. Обычаи эти были приняты в делах внутрисемейных, в общине и воинском братстве. Сила этих обычаев заключалась в том, что за ними стояла вера, искреннее и горячее желание очиститься перед Богом и своими собратьями. Чтобы исполнить завет «Сам погибай, а товарища выручай», нужно было научиться любить, изгнав из своего сердца мелочные обиды, придирки, недоверие. Так и в лагере «Сибирская застава» после вечерней молитвы все, начиная со старшего и оканчивая самым младшим, просят прощения друг у друга за нанесенные вольные или невольные обиды. Мы приступаем к делу важному и решительному. Как христиане, как русские люди, помолимся Господу Богу о помощи и примиримся друг с другом. Это будет хорошо, это по-русски, это необходимо. Александр Суворов. Благословенна ты, жена, и благословен Бог, чрева твоего. Я хочу сказать, что в этой атмосфере сразу задаешь вопрос себе, что ты спишь, душа, и душа начинает как-то понемногу просыпаться. Традиционная культура, духовно-нравственное воспитание, все это вместе создает гармонию, которая передается во внутренний мир. Я надеюсь, что так многие ощущают, и благодаря этому человек становится лучше. Сама задумка такого лагеря, программа, цели этого лагеря, они очень нужны в наше время, просто необходимы, потому что нормального воспитания как мальчиков, так и девочек в наше время катастрофически не хватает, его, можно сказать, просто нет.
Традиция паломничества была распространена повсеместно и пронизывает всю историю православной Руси с древнейших времен до наших дней. Вера в молитвенное предстательство и возможность чудесного исцеления от болезней влекла паломников в монастыри и храмы, к иконам и святым мощам, на источники и озера, воды которых обладали чудодейственной силой. Как продолжение работы лагеря, группа ребят совершила паломничество по святым местам России. Видели там спаситель-то какой, да? Что с ним только не делали, и замазывали, и чего там не делали. А он опять проявится, он опять проявится. А Ксения Блаженная в окошечке, в платочке, в беленьким всегда смотрела на нас. И мы молились, смотрите, Ксения Блаженная стоит. То есть вы сами видели? Закрытый. Сама видела, сама. Ходили уже, еще было закрыто. Арсений Великий, преподобный, на дверях своей кельи пришел в пустыне и на дверях кельи написал себе напоминание: Арсений, для чего ты сюда пришел? Ты пришел не для праздности, а для молитвы. Молись же, трудись, не ленись. Потому что надо все время себе напоминать, кто мы, для чего мы живем, цель и смысл жизни, которую мы должны определить для себя. Это Россия, матушка Россия. Патриотическое воспитание – это самый естественный путь, который должен пройти всякий человек, сопричастный истории и славе своего Отечества. Наша задача – создать такую систему патриотического воспитания, которая будет способствовать осознанию принадлежности к судьбе Родины и ответственности за себя и будущее России. Это российская наша земля. Ход истории зависит не от нас, но от нашего выбора зависит то место, которое мы займем в ее течении. То ли руководимые законом Божиим, мы осознаем свой личный религиозный долг как частицу всенародного служения, определенного судьбами Божьими, то ли, боясь лишений и тягот этого пути, отречемся.